Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какая радость у вас на пороге? Если тема вам интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Так и спросите, какая радость у меня на пороге. Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим. Пусть высшие силы водят моими руками. Пусть откроют то, что сейчас скрыто, и то, о чем вы желаете знать. Так. Удача у вас на пороге. Удача. Счастливый случай. У вас радость именно будет от счастливого случая. Какое-то невероятное стечение обстоятельств. У кого-то это будет прям глобально, а у кого-то это будет точечно. То есть вы, например, опаздываете по какому-то важному делу, по какому-то важному вопросу и понимаете, что все, я опоздал, опоздала. И вам, например, звонят, человек говорит, а вот, к сожалению, там встреча переносится, либо откладывается, либо там сдвигается. И вы такие, ох, слава Богу, значит, я не опоздаю, значит, у меня все получится, я там доеду, приеду. Кому-то действительно крупно повезет. Здесь речь идет о каких-то выигрышах, о каких-то выгодных приобретениях, о, знаете, в нужное время, в нужном месте оказаться. То есть везение такое прям громкое, яркое. И вот чудесным образом происходит. Это первый момент. Второй момент. Здесь у меня двое противных людей. Оба противные, оба какие-то характерные, непробиваемые и очень упрямые. Я вижу, что они устанут обижаться друг на друга, они по друг другу очень сильно соскучатся и прям в объятия друг другу кинутся. То есть примирение, восстановление. Причем, знаете как, девушка более такая холоднокровная, а мужчина, он более такой эмоционально наполненный. Мужчина первый сделает шаг к своей женщине, на то, чтобы восстановиться, на то, чтобы примириться. И вот прямо услышите эти слова: прости, дорогая, я был неправ. Либо скучаю, не могу, хочу вернуться, давай начнем все сначала. Обязательно такие слова прозвучат. Дальше, мои хорошие, здесь какая-то неприятная особая, не могу сказать, мужчина или женщина, но человек достаточно высокого положения, наделенный, возможно, властью, либо строит из себя такого царька, пуп земли, либо царица какая-то, савская. Человек на ваших глазах, как наказание понесет. Человек будет наказан за свое какое-то надменное поведение, за свою гордыню, либо за такое отношение, знаете, вот хамское отношение. Здесь человека ждут какая-то унизительная история. То есть человек очень громко упадет со своего пьедестала, с грохотом, с шумом, так, чтобы вообще все вокруг видели. Может быть, это и нехорошо радоваться, но этот человек, он 100% заслужил. И радость будет от того, что вы поймете, что справедливость существует. И да, это не пустое слово, и это не пустой звук. И даже если человек прям там был неприкасаемый, то даже к таким людям тоже приходит справедливость. И больно бьет их по попе. Вот вы увидите, у кого-то прям отыграется, что грубиян начальник с позором будет изгнан со своего места, руководителя, либо вообще там из компании, где вы работаете. То есть очень такой прям поучительный идет пример. Ну и, конечно же, куда? Порадуйтесь в этой ситуации. Но здесь, я думаю, можно. Это неплохо. Потому что заслуженно. Дальше, мои хорошие. Здесь у многих из вас отыграется ситуация общения с каким-то человечком, таким, знаете, как бы вам сказать, человек
Ну, вот если вы женщина, да, вот я женщина, я с позиции женщины вам попробую объяснить. Человек очень пестрый, яркий, такой, знаете, соблазнитель, да, как правильно сказать, гроза всех женщин на работе, либо на районе, ну, где вы находитесь постоянно. То есть харизматичный, красивый, но самовлюбленный человек. Вот этот человек начнет добиваться вас, вашего внимания. Может быть, кстати, человек пользуется какой-то не очень хорошей репутацией, вот в плане там отношений. И вот этот человечек обратится к вам, вот прям будет вас куда-то приглашать, куда-то вас звать. И в общении вам этот человек покажется очень приятно. И вы будете думать, вот как поступить. С одной стороны, да, слава про этого человека ходит дурная. Ну, лихой, да, мужчина. А с другой стороны, вам этот человек симпатичен, и вам вообще импонирует эта ситуация, когда из всех он, например, обратился к вам, выбрал вас. Мои хорошие, но я так скажу, он же не просто так это сделал, да, значит, вы ему действительно нравитесь, значит, вы ему действительно интересны. Конечно же, прыгать с ним в кровать я не рекомендую, но просто пообщаться, поговорить, ну, почему нет? Почему нет? Дайте человеку возможность раскрыться, показать себя, поговорите, пообщайтесь и дальше уже решайте. Я вижу, что человек вам будет настроен. Или вы для этого человека не развлечением идете, а каким-то очень серьезным интересом. С вами будет ему интересно, захочется вас узнавать, захочется с вами общаться, встречаться, теплоты вашей захочется. Я не вижу, что он будет вас там тащить сразу в кровать, там, типа куплю, люблю и полетели. Нет, здесь именно к вам будет какой-то совершенно другой, не характерный для этого человека подход. Разговоров много будет. Люди будут говорить об этом. Люди будут обсуждать. Не обращайте внимания. Не обращайте. Доверяйте своей интуиции. Ну и если видите, что человек к вам с добром, почему нет? Почему? Попробуйте. Может быть, вам понравится. Может быть, вы действительно с этим человеком сможете построить достаточно хорошие, теплые отношения. Дальше, мои милые. Кто у меня в семье? Кто у меня в семье? У вас идет радость от какого-то подарка, либо от какой-то очень серьезной покупки. Покупка, подарок, приобретение. Я не могу сказать, что это, но то, что вот люди, которые живут в одном доме, в одном помещении, они все будут этому безумно рады. Может быть, мужчина вас порадует, может быть, дети ваши взрослые вас порадуют, может быть, родственники, родители, да, вот кто-то что-то в дом приносит. Причем такое, вот знаете, оно не маленькое. Это что-то будет в коробке, либо, не знаю, как-то упаковано сложно. Но вещь идет, прям радости много несет. Много радости, много удовольствия. Так, кто-то у меня из девчонок вот от кавалера своего получит невероятно красивые цветы. И тут именно цветы, причем какой-то огромный букет. Не могу сказать по какому случаю, но вижу, что прям знаете, будете фотографироваться, будете, может, там в Инстаграм выкладывать, будете получать там кучу комментариев. О боже, как это красиво, о господи, я тоже такое хочу. Вот прям радость идет, радость от того, что и человек вас порадовал, и что вы, вы красивая, вы с таким замечательным подарком, с такими шикарными цветами. Прям букет огромнейший идет. Но я даже не знаю, бывают такие букеты или нет. Девушка счастливая, глаза светятся. И вы такая, знаете, вот прям наполненная становитесь. Так, еще вопрос связан с каким-то... Господи, человек вот как в форме какой-то, униформа. Может быть, он полицейский, может быть, он доктор, да, человек в форме. А для вас, вот как-то к вам, вернее, даже не для вас, к вам как-то человечно относится. То есть у вас от этого человека испуг, вы боитесь, вы думаете, о боже, сейчас меня там арестуют, оштрафуют, либо там укол такой огромный сделают, мне будет больно. А человек так душевно к вам отнесется, если вас там остановит, например, ДПСник, войдет в ваше положение, да, без всякого штрафа, без всяких там прочих вознаграждений вас отпустит, пожелает вам доброго пути. Если это дело касается
например, больницы, докторов, то человек, видя, что вы напуганы, что вы не понимаете, что происходит, постарается с вами поговорить, постарается вас успокоить, как-то утешить. Вот прям, знаете, с душой человек вам подойдет. И вы будете просто поражены, вот как в наш такой век, да, в такое время, когда каждый сам за себя, когда люди вот такие обозленные, замороченные, да, вот такие добрые, замечательные люди встречаются, которые могут и понять, и пойти навстречу, и несмотря, да, на то, что, скажем так, по званию не положено, все равно человек остается человеком. А у кого-то отыграется, что человек профессиональный, безоплатно проведет вам консультацию. Да, например, вам нужен юрист. Допустим, да, вот пример просто. Вам нужен юрист. Юридическая консультация стоит определенную сумму. У вас нет этой суммы. И вы найдете такого человечка, либо случайно, вот как человечек вам встретится, который вам совершенно бесплатно, войдя в ваше положение, в вашу ситуацию, окажет вам такую услугу. Сделает вам самую лучшую консультацию, самую квалифицированную, при этом не попросит с вас никакой оплаты. Вот понимаете, как человек идет, причем теплота от одного человека передается к другому. И, соответственно, у того, кому передалось, большая от этого радость. Так, мои хорошие, еще хочу сказать, у кого-то большая радость от новости, связанной с чем-то новым. Это может быть как и беременность, так и, например, покупка чего-то нового, может быть создание чего-то нового. Но это не конкретно вот вы создаете, а кто-то из ваших дорогих и любимых людей. Например, вы давно мечтали быть бабушкой, и тут ваша доченька, либо сыночек, да, позвонит, скажет: мамочка, а мы беременны. И вы такая счастливая, боже, такая новость. Вы там неделю просто будете порхать. Побежите сразу по детским магазинам приданое ребеночку покупать. Либо, например, опять же, кто-то из детей вам позвонит, скажет: мамочка, а я там какую-то медаль получил, либо я такого-то результата получил, либо я там признан лучшим работником месяца. Да? Какие-то хорошие новости. И вы будете очень счастливы за своего ребенка. Да? Гордись, мать, прекрасного ребенка воспитала. Либо, кстати, мужчина может быть ваш, да, что-то сделает, бизнес свой откроет, там, получит первый какой-то замечательный результат. Вы будете радоваться за своего близкого и родного человека. Может быть, сестра ваша чего-то добьется, либо брат. То есть через кого-то к вам идет большая радость. И еще вот хочу обратить внимание, у кого-то будет очень теплая встреча. Встреча людей, которые достаточно долго не виделись, либо не имели возможность вот так вот встретиться лицом к лицу, посидеть, пообщаться. Просто невероятная какая-то встреча, вот она прям пропитана будет добротой, любовью и радостью вот от общения, от возможности вот прям глаза в глаза посидеть и поговорить. У кого-то, кстати, это еще может отыграться как встреча с человеком, с кем вы, расстались как-то спонтанно, может быть, расстались. Может быть, это какая-то ваша первая любовь, да, либо, может быть, даже бывший какой-то ваш мужчина, с кем вы расстались, причем расстались как-то, при странных обстоятельствах. Вот вы увидитесь, вы посидите, поговорите, будете друг другу безумно рады. Вот прям вот так идет, теплота идет. У кого-то отыграется как встреча с подругами, с приятелями, да, с кем вы давно не общались, вот именно тет-а-тет, глаза в глаза. Хорошие у вас ситуации на пороге, и радости у вас такие вот, знаете, добрые, вот от добра, и вам это как удовольствие приносит. Да? Это не просто радость, но вы удовольствие получаете от того, что с вами происходит. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.